уважаемые друзья, я вас поприветствовал на своем университетском. И, естественно, это и будущее в том числе. Вот. Кто же является сторонами, субъектами этого диалога? Ну, и другие институты, которые отличают его от других. Вообще в 2000 году правительством Российской Федерации был утвержден единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, 250 тысяч, это если суммарно все, они проживают в 30. Вот если мы посмотрим на эту схему, то вот цветные разные вот эти вот зоны России, более 80% водных ресурсов, более 90% диалога. Или зачем нужен диалог? Ну, объект диалога, да? Ну, понятно, управлять. Вот. То есть мы являемся объектами политики. Вот. И вот здесь вот я вам показал карту, где у нас идет добыча природных уровней. На национальном уровне, на уровне России, это 3 федеральных средства массовой информации на данном языке. Это доверие, ну и, конечно, если это диалог реальный, если он действительно имеет какой-то результат, то это и будущее, соответственно, наше. Спасибо за внимание. Merci infiniment. В 1897 году наличное население Якутской области составило 269 880 человек. Из них 82% якутов. По различным психологическим и иным причинам некоторые представители малочисленных народов причисляли себя к другим активных. Глубинные процессы национальной идентификации зависят как от объективных, так и субъективных причин. Национальная самоидентификация также эвенам, долганам, эскимосам, юкагирам и чукчам. La Russie, depuis les tsars, établit des recensements ethniques de sa population. Якутия составила 958,5 тысяч человек. Саха, это якуты, значит 466 492 тысячи, да, это... Et aujourd'hui, la Russie fait des recensements par ethnie, c'est-à-dire pour saisir le nombre d'ethnies qui sont dans le pays, 120 comme vous l'avez et ça c'est intéressant quand on compare avec d'autres pays dans le monde. Ils disent nous n'avons pas d'ethnie et nous ne voulons pas faire de recensement de type ethnique parce que ça favoriserait le communautarisme. En ce qui concerne le recensement, c'était un seul recensement qui était à l'époque tsariste. Mais là, vraiment, les gens eux-mêmes, ils disaient quelle langue ils parlaient. Tout simplement par nationalité, ils indiquaient quelle langue ils parlaient. Voilà pourquoi on peut dire aujourd'hui pourcentage de peuple. Mais exactement pas ça, parce que peut-être un Russe qui parle seulement l'écoute, il pouvait écrire qu'il parle l'écoute, par exemple, ou bien quelqu'un d'autre. L'écoute était baptisé, parce que si tu étais baptisé, la famille avait une vache, comme ça. Au XVIIe siècle, 100% les Yakoutes étaient baptisés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nommons Borisova, Ivanova, Ivan, Sergei, etc. Parce que ce sont les noms les noms russes. Donc nous commençons par Madame Barbara Yelovitskaya. Je vais avoir un accent abominable, c'est vraiment une langue que j'ignore. Et nous allons avoir 2 présentations sur en fait comment ces populations protègent l'environnement, et nous en aurons 2 autres sur leurs droits reconnus institutionnellement. На Дальнем Востоке, Камчатке, Хабаровском крае и в Якутии. В Якутии проживает 15 тысяч человек по последней технологии Северо-Восточного федерального университета. Песня о земле, песня радостная, песня грустная и один когда. Как материальная культура, которого придерживаются все они. Все у меня отправлено на землю. Merci beaucoup.